Друзья, добрый день. Дэвид Халчин, с вами снова Лейла. Так, делала рядок и запахалась. У нас очень сильный ветер, поэтому много не буду говорить, снимать в огороде. Буду начало и конец показывать своей работы. Значит, уже после обеда я так по хозяйству и дома управилась, пообедала. И теперь решила дальше заняться огородом. Как раз у меня Ибрагим приехал домой. Сегодня он был на учебе. Не на работе, а на учебе. И приехал пораньше. Будем картошку чуть-чуть, правда, картошку чуть-чуть попозже. А утром я вам говорила в том ролике, который сейчас у меня загружается, что я нашла лучок. Вот, смотрите. Вот этот вот лучок я нашла с прошлого года. Он у меня лежал. Если бы я его посадила в прошлом году, то это получилось бы на зелень. А это такой мелкий лучок, что от него и зелень-то не дождешься, наверное. Я поэтому его под зиму и не сажала. Ну, а сейчас не пропадать же ему. Как раз увидела, что он у меня лежит. Сейчас буду его сажать. Сделала рядок небольшой. И вы знаете, даже думаю, не знаю, как мне разбить этот огород. Обычно, друзья, сейчас немножко ветер поутих вроде бы. Обычно я, знаете, как сажаю. Вот ряды, видите, бороздые ряды, которые мне сделал трактор. Хорошие, глубокие ряды. Обычно я вот так вот от начала до конца в ряд сажаю свою картошку. Ну, все, что сажаю. Рассаду, помидоры, огурчики. И у меня, знаете, как получается. Кран ближе на эту сторону. Ну и шланг протягивать на ту сторону далеко. Поэтому я с этой стороны все время сажала огурцы, помидоры, рассаду, зелень, все, что это сажается сюда. А картошку сажаю вот на этой стороне. И причем каждый год в одном и том же месте получается. Но все-таки какой-то севооборот же должен быть. И в этом году, не знаю, правильно или нет, я решила, знаете, как посадить. Не во весь ряд вот так вот сажать от начала до конца, а хочу картофель по всему вот периметру участка посадить, ну, наверное, вот метра 2-3 вот отшагнуть и на каждом ряду так посадить, сколько там буду сажать, не в длину, а вот кусочек, чтобы был какой-то севооборот, потому что все время на одном месте картошка все-таки это, по-моему, нехорошо, по-любому. Вот такие вот у меня, наверное, в этом году будут в огороде изменения. Забор, как видите, в плачевном состоянии. Не знаю, пока не получится у нас его сделать. Посмотрим, как мальчики закончат, ребята закончат стройку. Сколько они там заработают. Ой, очень ветрено. Сколько они там заработают, я не знаю. Там по ходу посмотрим, как получится. Но хотя бы из сетки надо сделать. Но капитального забора вряд ли пока у нас получится сделать. Вот такой вот железный, как он у меня оцинкованный есть. Вот хотелось бы такой, конечно, но вряд ли, не потянем пока. Просто хотя бы из мелкой сетки хорошо натянем и сделаем, наверное. Ну, у меня там идут некоторые вопросы, когда будет забор. Дело в том, что еще, знаете, сосед с этой стороны не делает забор, потому что между этим соседом и нами вот этот небольшой кусок земли продан. Это уже другого человека. А он пока и заселяться сюда не собирается, как видите. И поэтому ему не очень-то выгодно здесь делать забор какой-то. Если даже мой сосед будет делать забор, то он будет делать на своей территории, а это будет далеко от меня. Там у нас, короче, это один участок, конечно, но хозяин этого участка продал его двоим. Пол участка 7,5 соток одному. И вот дом, который на этом участке, и 7,5 соток земли другому. Ну, у нас это так делается, можно продать вот так вот. И поэтому сосед, который живет здесь, не очень-то заинтересован сделать здесь мне забор. Так что забор нам по-любому надо делать. Сами видите, в каком он в плачевном состоянии. Даже показывать стыдно. Но ничего. Из сетки то, конечно, мы сделаем. Как они подзаработают. Все, пошла сажать. Так, вот я сделала вот этот вот маленький рядок, крайний, последний. Я хочу туда его посадить. Земля действительно очень мягкая, друзья. Друзья, ветер очень сильный. Прям такой сильный ветер у нас. Ну вот смотрите, посадила вот так вот.
очень. Так, друзья, ветер немножко поутих у нас. Выкопала вот такую вот грядку для укропа. Рядом с чесноком земля мягкая. Что нам не так отдельную грядку, чтобы делать укропчику? Пускай вот так вот рядочком рядом с чесноком и вырастет. Так, Ибрагим мне тут помогает. У меня тут участок земли, кусок такой. Вот я вам покажу. Тут ничего нет. У меня раньше здесь была малина. Выдохлась совсем, как видите, вообще ее нет. И вот эти две сливы и алча вот эта вот, которая у меня тут растет, от нее попадали, ну, плоды, когда падали сливы, косточки проросли, буквально шагнуть негде. Везде выросли они, вот он их убирает у меня ножницами, ну, это этими специальными. Вот, и здесь вот сейчас мне вся хорошенечко граблями все почистит. И здесь я, скорее всего, посажу тыкву. Как раз большой участок, копать не надо. Просто лунки выкопаю и посажу тыкву здесь. Так, вот сейчас посажу укропчик. И вы представляете, ну, вот по периметру тоже убрал мне вот. Собрал все там железки, все, что валялось. Пока я тут сажала лук, лошадь все-таки успела перейти, пока я заходила, за граблями ходила, пришла уже лошадь на моем участке, где я посадила лук. Ну, хорошо, хоть как раз был отец соседа здесь, оказывается, перевязал лошадь, алхамдулилла, к другому месту от моего забора подальше, и лошадь уже, как видите, далеко от моего огорода, забора, немножко подровнял там. Но мы пока действительно ничего не трогаем в этом заборе, потому что бесполезно. Все валится, все сгнило. Надо делать. Ну, обещал мне сын что-то придумать. Конечно, металлопрофиль нет, не получится. Как раз мне даже сегодня подписчица моя в личку говорит, может быть, ты металлопрофиль купишь, быстро сделаешь. Я говорю, с удовольствием, но пока нет. Ничего, придумаем, сделаем обязательно что-то. Алхамдулилла, все хорошо. Так, и вот, друзья, буду сажать укропчик. Я посадила немножечко в тот раз. Помните, я сказала, что перед дождем посадила? Но мало посадила. Я просто боялась, что будет дождь, что будет долго идти. И вовремя не успею посадить. Думаю, хоть немножечко посажу. Ну, дождик так прошелся и быстро все прошло. Сейчас быстренько посажу укропчик. Все, будем сажать. Так, а вот с этой стороны, с той стороны я посадила укропчик, чеснока, а с этой стороны вот такой вот один ряд сделала. Посажу вот этот вот салат кучерявец одесский. Тоже не хочу для него пока делать грядку. Вот рядочек здесь посажу. Ну и каждые там 10 дней буду подсаживать новые и новые, чтобы он не старился. Ну, не шел в цвет. Тут вон Ибрагим мается. Не хочется ему работать, конечно. Это я шучу. Работает, помогает. Но картошку мы сегодня, по-моему, не посадим. Как я вижу. И он и руку порезал. Тоже мне работничек. Так, Ибрагим справился, как видите. Прибрал мне здесь, собрал весь мусор, сжег. Люблю весной, когда вот так вот везде в огородах костры жгут. Вот. Завтра буду пилить деревья. Да, эндали, если даст цыпушник. И, походу, огородные работы только начинаются. Видите, я тут в прошлый раз, ой, тень моя, сажала лучок, уже всходит. Уже тут проклюнулся. Так, теперь сделала 3 рядочка. Ряды мне сделаны были сыном, вы же видите, но я их еще раз подпушила, чтобы было так пышненько. И пролила вот эти 3 ряда пока водой. Посмотрим. По ходу, сколько я буду успевать, столько иду буду подпушивать и поливать. Ну, в смысле, смачивать водой. Сейчас сюда будем сажать редисочку. Так, у меня тут 2 сорта. Вот такой вот
редис вот такой вот за 18 дней. И среднеспелый вот такой вот. А розовый я уже посадила. Вот, розово-красный с белым кончиком. Посмотрим. Если честно, друзья, у меня редиска и морковка очень плохо растут в огороде. Все время с ними воюю. Это я семена вынесла. Именно с редиской и с морковкой. И вот последние 3 года не могу добиться, чтобы у меня вырос щавель. А когда-то я на щавеле даже небольшой бизнес сделала. Вернее, делала года 2-3 подряд, когда сюда переехала жить. А я продавала щавель. Друзья, носила на рынок, на оптовый рынок, и у меня перекупщики сразу покупали. Как раз вот эти вот годы никто к нам не привозил щавель. А у меня большая грядка щавеля была, и я ее вот так вот возила на рынок. Рано утром повезу, в 6 часов поеду, рано утром повезу. 40-50 пучков, как получалось. Сразу же у меня перекупщики покупали. А потом уже начали возить турки, азербайджанцы начали с Азербайджана привозить зелень всякую. И, в принципе, даже не из-за них я уже, конечно, стала другим чем-то заниматься, более крупным. А так вот продавала я первые годы, когда сюда приехала, петрушку, укроп, щавель, делала пучки, зеленый лук сажала, большой участок. И тоже, я не скажу, что это прям большие деньги, но на 1000 рублей, на 1500, на 2000 в день поеду утром рано, часа 2-3 я могла потратить. Уже в 9-10 я бывала дома. Иногда даже и раньше. Утром рано, если в 6 часов поехать, если я оптом сдавала, то уже в 7-8 я бывала дома. Могла уже дальше в своем огороде что-то делать, копаться. Короче, друзья, никогда не сидела без дела. Не знаю, правильно это или неправильно, но мне кажется, даже эта работа, переезд сюда, копание в земле, вот это все вот повлияло на то, что мне стало лучше, по-любому. Вот это постоянно руки чем-то заняты, мелкая моторика, говорят, вот развивается. Мне кажется, вот эти мои приступы всего того, что у меня было раньше, до того, как я сюда приехала, у меня вот из-за этого немножко и начали потихонечку отходить, потому что я начала заниматься именно физическим трудом. Вот так вот, друзья. Так что не зря раньше в советские времена была такая трудотерапия. Так, и вот 3 рядочка посажено редисочки. Теперь закопаю и дальше буду сажать. Рядов не хватило. Редиски, в принципе, у нас много не будет. Вы же знаете, что семья большая. И мне и 3, и 10 рядов это будет немного. Особенно, когда мужчин в доме много. Так, друзья, ветер у нас не стихает. Покажу вам красивую залу. Будем сажать себе картошку. Вот как я хотела. Видите, ряды вот все по периметру. Эти ряды вот так вот метра на 3-4. Посмотрю я, сколько там у меня картошки. Вот так вот хочу посадить. А дальше уже, вот где я не насыпала золу, дальше у меня будут огурцы, там помидоры, все, что там, перчик, баклажаны, все, что как я обычно сажаю. И вот таким вот образом у меня получится севооборот. Вот. Посадила я уже здесь я вот уже посадила редисочку, я вам показала. И вот после редиски посадила еще 3 рядочка. Короче, посадила ряд рукколы, посадила ряд салата и посадила ряд шпината. Вот. Не стала показывать вам, как я это делаю. Просто быстренько засыпала. Теперь дальше нужно посадить еще свеклу, петрушку, морковочку и щавель. Уже тепло, жарко. Так что вот так. Но ветер то стихает, то опять. Вот сегодня постараюсь посадить все, наверное, действительно. Мне пока, на пока мелочь всю постараюсь посадить.
Вот картошку, насколько мы успеем посадить, я не знаю. По ходу посмотрим. Ну, я буду ложить клубни, а Ибрагим будет засыпать, наверное. Так-то у меня мало картошки, мне еще надо купить. Скорее всего, еще подкупим, но завтра еще посадим, посмотрим, друзья. Так что все. Сейчас покажу вам еще. Вот такая свекла, я купила, не знаю, как она. Такую вот мне морковочку дали, что вот я сказала ему, что у меня морковка не сходит вот в таких вот гранулах. Ну, посмотрим. Так, петрушка корневая. Ну, корневую я буду сажать не здесь, а там в огороде, в палисаднике. Не сегодня ее буду сажать, завтра надо выкопать еще, перекопать, вернее, участочек немножко. Эту посажу здесь. И щавель посажу, наверное, тоже здесь. Ну все, друзья, сейчас вот оставшиеся рядочки вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11 рядочков осталось. Я их сейчас еще подпушу, принесу водички, полью водой. Вот так вот, друзья. Сейчас пошла дальше работать. Так, друзья, ну мы с Ибрагимом все-таки решили посадить картофель сегодня. Присыпали золой, мне рекомендовали, но я никогда этого не делала. А потом я посмотрела в ютубе, некоторые говорят, лучше даже сначала посадить картофель, засыпать, а потом присыпать золой. Но это уже потом прочитала. Короче, не знаю, засыпала немножко золой и теперь посадим. Вот как видите, вот так вот. Ибрагим будет подсыпать землю, я буду сажать. Так, ветрено, поэтому снимать долго не будем. Так, вот, друзья, еще я вот решила все-таки посадить еще и крупную картошку. Не знаю, что будет. Вот так вот посмотрим. Короче, посадила и крупную, и мелкую. Послала за сеткой. Ну, в смысле, сетку крупной картошки купила. Выбрала оттуда помельче. То, что покрупнее, я, наверное, сегодня разрежу, немножко дам подсохнуть. Если мне не хватит посадить, то посажу завтра уже. Вот так вот, друзья. Потихонечку, короче, работаем. Сейчас Ибрагим будет закрывать. На сегодня работы мои закончились в огороде. Скорее всего. Так, ну вот, друзья, мы с Ибрагимом справились, посадили картошку. Что-то я не стала снимать даже, как Ибрагим закапывает ее. Уже поздно, уже 7 час. Мне сейчас надо быстренько и с птицей управиться. Корову пока не буду доить, не успею, просто потому что нужно мальчикам еще что-то приготовить же. Так что побежали. Как буду готовить, может быть, покажу вам, что я там буду готовить. Я еще не знаю, я еще думаю даже, что же мне готовить. Вот так вот, друзья. Это у нас, вон, мы жгем костры. Ну, это все, что накопилось за зиму после сена, соломы, после какой-то, ну, пачек кукурузы, которые стебли были у меня. И вот как раз мне оттуда и зола пригодилась сегодня. Ладно, друзья, не буду много говорить. Побежали. Пойдемте дальше. Так, мои дорогие, огородные работы на сегодня я закончила. С хозяйством наполовину справилась, потому что еще корову не доила, чуть-чуть попозже. С цыплятами, с этими, с гусятами, со всем этим справилась, с перепелками. И да, мне все-таки надо убрать своих перепелочек, уже давно пора. Сейчас на ужин я буду делать котлеты ребятам. Я не стала снимать, как все это подготовительный процесс, потому что ролик будет слишком длинный. Но все-таки к завершению хочу показать, чем буду сегодня кормить моих ребят. И котлеты я сделаю им на завтра, чтобы им было побольше. Шурпа у меня еще осталась, еще на завтра. Так что она стоит в холодильнике, я думаю, с ней ничего не будет. Просто единственное, я им еще котлеток добавлю, и все. И сегодняшний день, в принципе, мой, наверное, завершится. Ну, не завершится, мне еще доить корову, потом убирать посуду. До завершения, конечно, еще далеко. Но сейчас будем жарить котлеты с вами, друзья. Сейчас я поставлю сковородку. На пюре картофель уже поставила. Ну и вот ужин мой готов.
И мальчики мои уже пришли, мои хорошие. Так, пюре сделала, котлет нажарила. И подлива у меня уже, как видите, готова. Знаете, очень люблю, когда кто-то приходит, а еда уже готова, чтобы им не надо было ждать. Всю жизнь вот так вот это делала, причем даже когда была маленькой. Потому что, в принципе, с 12 лет, я уже рассказывала, я была одна дома практически, потому что мама у меня работала звеневой в колхозе, приходила поздно, и все хозяйство было на мне, кроме доения коровы. Корову я не доила. Только в редкие времена, когда мама немножко болела. И поэтому всегда старалась, чтобы ужин был готов именно к приходу мамы, чтобы его даже не надо было разогревать, чтобы сразу с плиты ставить на стол. И вот эта вот привычка у меня осталась всегда. Если у меня кто-то работает и должны прийти, примерно я знаю во сколько, мне хочется, чтобы именно в это время им готов был ужин. Такая вот у меня привычка. Так, сейчас я просто одну тарелку наложу, больше не буду, снимать не буду, как эти будут, потому что ребята приходят, они сейчас пошли, ребята приходят уставшие, они пошли сейчас принимать душ, после работы бывают грязненькие. Так. Корова недоенная, молока нет, сюда добавить. Пюре получается очень пышным, когда добавлено молоко. Но я еще не доила корову, друзья. Знаете, всегда с детства была мечта иметь свой магазин или свое кафе. Действительно мечтала, что магазин как-то мечту осуществила, у меня был, но недолго. В принципе, и кафе открывала, но тоже ненадолго. Магазин был подольше, а в кафешке я поработала буквально месяц. В своем собственном. Не в собственном, я брала его в аренду. Так, зелени, к сожалению, нет свежей. Вот быстрее бы выросла в огороде зелень. Чтобы мне даже говорить не приходилось, что у меня нет свежей зелени. Вот, друзья. Наш ужин готов. И соленые огурчики, салатики, что-нибудь да поставлю. На этом все, мои хорошие. Всех благ вам, мира и благоденствия. Вот как-то так у меня сегодня. Вот наш ужин готов. Сейчас позову мальчиков и будем ужинать. Друзья, кто кушает в это время, приятного вам аппетита и спасибо вам за все.